Добрый вечер. На ТНВ новости. В студии Альбина Асылгараева. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Невнимательность водителей или плохое качество дорог? Из-за безалаберности вашей организации случаются дорожно-транспортные происшествия, погибают люди. Чью работу раскритиковала комиссия по безопасности на дорогах и почему в авариях все чаще страдают дети, выяснял Сергей Хайдаров. Как де-юре было де-факто. Некорректная регистрация меры пресечения, занижение суммы ущерба. Министерство юстиции Татарстана подвело итоги работы за год. К какой революции в судах они готовятся в этом году, расскажет Рамиль Шайдуллин. Продажа автомобилей из рук в руки под контроль. Обязательно ехать в автосалон и, естественно, платить какие-то проценты. Об инициативе по регулированию сделок автомобилей с пробегом расскажет Салават Мухаммадуллин. В Лениногорском районе обрушилась ферма. Рано или поздно все равно это должно было случиться. Плохо, что оно случилось именно в этот день. Как такое могло случиться и почему? Узнала Филюза Хамидуллина. Сегодня на 84-м году ушел из жизни Ильхам Шакиров, легенда татарской эстрады. Он умер в 16 часов в РКБ после продолжительной болезни. Сейчас создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Василием Шейхразиевым по организации похорон. Ильхам Шакиров – выдающийся представитель татарской культуры. В 60-м году он окончил Казанскую государственную консерваторию и с этого же времени стал ведущим солистом-вокалистом Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Ильхам Шакиров снискал любовь татарской публики своим тем самым непереводимым «Монг», оставаясь очень требовательным к самому себе, как к исполнителю, и песням, которые дарил своему преданному зрителю. Уже известно, прощание с легендарным певцом начнется в пятницу в 9 утра в Театре оперы и балета. В 11 часов пройдет гражданская панихида, а в 12:50 отпевание в мечети Марджани. Ильхам Шакиров будет похоронен на Старо-Татарском кладбище. Инновации и инвестиции – главные темы проходящего в Москве Гайдаровского экспертного форума. На своих дискуссионных площадках он собрал сотни российских и зарубежных специалистов в разных сферах. Лозунг форума «Россия и мир. Национальные цели развития и глобальные тренды». Делегация республики, которую возглавил Рустам Минниханов, активно принимала участие в работе. О результатах Дина Гзалиева. 10-й юбилейный Гайдаровский международный форум вновь собрал на одной площадке экспертов, бизнесменов и представителей регионов. Это традиционная зона для дискуссий как раз и известна тем, что здесь минимум политики, а максимум вопросов экономических и по развитию инноваций. Приветствую тебя, участник форума. Этот чудо-робот приветствует сегодня всех участников и гостей Гайдаровского форума. Идея его создания родилась в Перми и получила название «Промобот». Сейчас это версия 4.0. Робот по имени Гриша запоминает имена и лица и желает всем участникам продуктивной работы. Кстати, родина робота Гриши, Пермский край, входит в Ассоциацию инновационных регионов России, возглавляет которую Рустам Минниханов. И сегодня в рамках форума президент Татарстана вновь был избран председателем АИР. Сегодня же было решено, что список членов ассоциации пополнится. Включили Новгородскую область и республику Саха-Якутия. Сообща, продвинутые регионы готовят свои запросы федеральному правительству, а также перенимают друг у друга передовые практики. В общем, мы к вам пришли вместе один раз, договоримся, сколько человек, 4-5 человек, чтобы там не было. Какие вопросы? Одна из главных тем форума, конечно же, национальные проекты. Эксперты, чиновники, журналисты обсуждают, как добиться показателей роста в сферах жизни, обозначенных Владимиром Путиным в своих указах. В зале, набитом до отказа, известные в стране люди дискутировали, как добиться прорыва. С федерального уровня до муниципального по решению вот этих глобальных задач и выстраивание системы мониторинга, выстраивание системы вовлеченности всех органов власти местного самоуправления в этот процесс, мы добьемся результата. Речь заходит и о том, что касается каждого человека. Например, о поставленной цели добиться продолжительности жизни россиян до 80 лет и больше. Экс-министр здравоохранения Татарстана Айрат Фарахов уверен, чтобы наши люди жили дольше и были здоровее, нужно привить культуру вакцинации до самого преклонного возраста. Есть очень такое серьезное антивакцинальное лобби, которое говорит только об осложнениях. И, к сожалению, люди, смотря на это, не прививают, а в последующем дети получают инфекцию.
В рамках этого юбилейного форума запланировано свыше 90 мероприятий. Делегация Татарстана активный участник и второй день принимает поздравления. В ежегодном рейтинге инновационных регионов республика заняла второе место, уступив лишь Санкт-Петербургу. На сегодняшний день создается база инновационных технологий. Все это сыграло роль. Дина Гзалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Все, что вы скажете, может быть записано. В судах республики готовятся к революции. С 1 сентября во всех судебных участках должны стоять устройства для аудиозаписи заседаний. Об этом и не только сегодня говорили на коллегии Минюста. В ближайшее время служители Фемиды намерены уверенно шагнуть в эру цифровизации и, к примеру, почти полностью перейти на электронный документооборот. Рамиль Шайдулин продолжит. Приговор, прения и позиции всех сторон можно детально расслышать на аудиозаписи. Это скорое будущее, которое ждет все суды республики. До 1 сентября в каждом из них должны появиться специальные записывающие устройства. Аудиопротокол будет обязательным атрибутом судебного процесса. Его отсутствие приведет к процессуальному последствию в виде отмены решения суда, что в свою очередь может повлечь существенное снижение качества рассматриваемых судами дел. Это новые реалии судопроизводства, технологичные, с трендом на общую цифровизацию. Например, с прошлого года в Татарстане начали вести юрдела в электронном виде для скорости и точности защиты прав человека. Для содействия реализации граждан прав и свобод, обеспечения их защиты была разработана стратегия по правам человека в Республике Татарстан на 2014-2018 годы. В 2018 году проделана большая работа, был продлен срок действия стратегии по правам человека в Республике Татарстан до 2021 года и включен туда новый раздел по правовому просвещению, повышению уровня правовой грамотности населения. Один из важных пунктов – места получения бесплатной юрпомощи, где уже несколько лет каждый житель может проконсультироваться у юриста. А вот где и когда на них попасть, можно увидеть, не выходя из дома. Почти 2 года прошло с тех пор, как в Татарстане заработала вот такая интерактивная карта бесплатной юридической помощи. Ее можно открыть на любом компьютере и найти ближайшее к себе место. Наладить такую же быструю работу и судов мешают нарушения. По данным судебного департамента, мировые судьи не умеют вести диалог с гражданами. Кроме этого, юридические ошибки, которые допускают при составлении актов. В 2018 году зарегистрировано 872 акта. Более 11% актов возвращено, поступивших на государственную регистрацию, возвращено направивших их органам в связи с несоответствием законодательству или для устранения юридико-технических недочетов. Уйти от этого к грамотному делопроизводству должен помочь электронный документооборот. В этом году все постановления по делам в Татарстане решено перевести в цифровую форму. Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. В Татарстан вошла Италия. Сегодня на республику обрушился циклон, который синоптики успели окрестить итальянским. С собой он принес мокрый снег, метель и гололед. Из-за сильного снегопада видимость на дорогах не более 500 метров, а порывы ветра достигают 23 метров в секунду. Как обещают синоптики, снег продолжится и ночью. Завтра днем постепенно с отходом фронта ситуация будет улучшаться. По республике будет отмечаться местами снег. Вот в Казани небольшой снег. И постепенно ослабеет ветер. Непогода добавила работы и дорожникам. По данным Минтранса, в течение дня в республике работало 433 единицы снегоуборочной техники. С улиц Казани за сутки вывезли более 8 тысяч тонн снега. Было использовано 2000 тонн противогололедных материалов и реагентов. Сейчас на дорогах работают преимущественно комбинированные дорожные машины для обработки дорог противогололедными материалами, а также для поджима снега к краю обочины дорог. Массовый вывоз снега планируется ночью, для того, чтобы не мешать автомобилистам. Даже усиленная работа дорожников не спасает от роста аварий в эти часы. Количество ДТП сегодня увеличилось на четверть. О дорожной статистике говорили на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. В республике за последние 5 лет количество смертей на дорогах сократилось вдвое. Однако цифры растут по детскому травматизму. Количество наездов на несовершеннолетних пешеходов увеличилось в 7 раз. Чью работу сегодня раскритиковали? Сергей Хайдаров.
Альметьевск, раннее утро. 26-летний водитель Део Некси сел за руль, не имея прав. Как выяснилось, в последний раз в жизни. Парень не справился с управлением и на высокой скорости выехал на встречку, где столкнулся с автобусом ПАС. Это лишь одна из 149 аварий, что произошли в этом году. 14 человек погибли, еще больше пострадавших. Среди них и дети. Как раз к перевозке несовершеннолетних пассажиров в каникулы сегодня и возникли вопросы у главного инспектора республики. Исполнительный комитет Агрызского, Азнакаевского, Актанышского, Бавлинского, Бугульминского, Сарманского и Ютазинского районов отправляя детей в город Казань из районов до 6 часов утра, что является прямым нарушением пункта 11 постановления. В результате праздник с участием первого лица республики превращается в мучение и для самих детей, которые вынуждены вставать в 3 утра и целый день проводить на дороге с перерывом всего 2 часа на само мероприятие. Для детей это не только тяжело, но и опасно. Как выяснилось, этот вопрос уже обсуждался с Рустамом Минихановым. Принято решение. Дальние районы днем ранее привозят детей, размещают и никакой закон больше не нарушает. Чаще превышают скорость, обгоняют где нельзя и банально отвлекаются. Это и есть самые распространенные причины аварий. В прошлом году на дорогах погибли 377 человек. Кстати, некоторые ДТП повторяются на одних и тех же участках дорог. К их качеству возникает немало вопросов. Жесткую критику в свой адрес услышали представители дорожной организации «Татнефтедор». Из-за безалаберности вашей организации случаются дорожно-транспортные происшествия, погибают люди. У меня один вопрос и очень простой. Чего вы добиваетесь? Александр Федорович, я смею заверить, что в дальнейшем мы свою работу наладим в части исполнения своих контрактных обязательств содержания по дорогам. Конечно, наладите. Конечно, наладите. В помощи республиканская программа по улучшению качества дорог. В ней уже участвуют Казань и Челны. В этом году присоединился Нижнекамск. Требования программы – это снижение участков концентрации ДТП, это повышение технического уровня обустройства автомобильных дорог. По итогам совещания республиканская комиссия поставила перед собой сразу несколько задач на этот год. Это сокращение особо опасных участков дорог, где происходит наибольшее количество аварий, а также усиление профилактики для детей в школах. Кроме того, в этом году в Татарстане планируют сократить количество погибших на дорогах на 10%. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. 20 миллиардов за счет подержанных машин с начала года вновь муссируют новости о запрете продаж автомобилей из рук в руки. Первыми об этом сообщили еще в мае «Известия». То есть владелец не сможет самостоятельно продать свою машину. Как на это отреагировали перекупщики, автосалоны и сами автолюбители? Мнение выслушал Салават Мухаммадуллин. 4,5 миллиона в год, в 2,5 раза больше, чем продажа новых машин. Это объем сделок по автомобилям с пробегом в России за прошлый год. И на этот рынок, возможно, придет государственный контролер. Будет это в виде аукциона, специальных дилеров или единой системы, конкретных предложений пока нет. Но тема лишить автовладельцев их прав на продажу машины самостоятельно витает уже давно. По некоторым прогнозам, такой маневр может приносить в казну до 20 миллиардов рублей в год. Больше всего эта инициатива может ударить по карману этих отвернувшихся от камеры мужчин. Так называемые перекупы, физические лица, которые перепродают автомобили из рук в руки. Маил Казамзаде – один из них. Если я хочу продать свою машину, естественно, я могу продать своему другу, знакомому, а не обязательно ехать в автосалон. И, естественно, платить какие-то проценты из своего кармана, естественно, я не согласен. Я могу приехать на авторынок, продать машину. В салонах автомобилей с пробегом к инициативе относятся менее категорично. Рано или поздно этот вопрос возьмет государство под контроль, потому что слишком большой объем черного нала проходит через этот рынок. Сложно сказать, в каком это виде будет, потому что много всяких разговоров вокруг этого уходит, но ничего такого сформулированного либо конкретного не существует. В Японии, например, автомобили с пробегом продаются через аукционы. В теории посредник между продавцом и покупателем может обезопасить сделку. Проблема, да, есть. Есть эти перекупы, которые на себя не оформляют машины, а просто покупают, тут же продают. Но у человека получается сплошные риски. Хотя, на мой взгляд, идея идиотская. Без восторга встретили инициативу и автолюбители. Плохо отношусь, это все затянется, процесс будет очень длительный. Совсем это ни к чему. Сама лично продавала из рук в руки, и все прекрасно. Без разницы, что так, что сяк. А если придется процент отдавать за то, что пользуетесь услугами? Это уже другой разговор, уже это другой вопрос. Поэтому тут жаба душит во всем. Негативно,
Это приведет к тому, что дилеры будут сбивать цены на бэушные автомобили и продавать их по завышенной цене. Пока это только инициатива от Минпромторга. Законопроекта и поправок нет. В любом случае, дополнительная бдительность при сделках из рук в руки никому не помешает. Салават Ухмадуллин, Александр Лобанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В России может появиться газовая полиция. Ее сотрудников жильцы будут обязаны впускать в квартиры. В правительстве страны уже готовят соответствующий законопроект. Вопрос о расширении полномочий газовым службам встал после недавних обрушений в городе Шахты и Магнитогорске. Но пренебрежение правилами безопасности может привести не только к взрывам, но и отравлениям. Какие вопросы усугубляют ситуацию, специалистов выслушал Рамиль Галиуллин. Такие проверки проводятся раз в год. Если газовики не смогли попасть в первый раз, то приходят повторно. Если за состоянием оборудования в квартире отвечает собственник, то вот фасадный газопровод остается неудел. Если у управляющей компании, которая управляет домом, ТСЖ, ЖСК, управляющей компании, нет договора со специализированной организацией на обслуживание фасадного газопровода, сначала даем предписание или предостережение даем и наказываем за то, чтобы они заключили договор, чтобы все газоиспользующее оборудование, все трубопроводы были под надзором. Сегодня озвучили еще одну проблему. В Татарстане 91 газовая организация, но нет ведомства-контролера, который проверяет их работу. Напомню, что после обрушения в городе Шахты и Магнитогорске в Общественной палате предложили создать газовую полицию. Сейчас готовится соответствующий законопроект. У организаций, которые проводят техническое обслуживание, у них информация есть, куда они попали, куда они не попали. Другой вопрос, что нет контроля за этими специализированными организациями со стороны государства. Добились ли они, чтобы они попали в каждую квартиру, не добились ли они? Как говорят в Госжилинспекции, чаще всего проблемы с газовым оборудованием случаются из-за банального несоблюдения техники безопасности самих жильцов. Это касается как взрывов бытового газа, так и отравления угарным. И вот несколько простых советов. Основная задача – это обеспечить необходимую вентиляцию. Приоткрывать окна, ставить клапаны. Не такие большие деньги. Тех, кто не впустил газовые службы, могут привлечь к административной ответственности. Например, в прошлом году наложили штрафы на 108 тысяч рублей. Но в Госжилинспекции отмечают, что их цель не наказать, а донести до населения. В первую очередь за состояние газового оборудования ответственны они сами. Рамиль Галиуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. В Новый год с новыми квадратными метрами. Всей семьи. Вы получили квартиру? Неподдельные эмоции новоселов жилого комплекса «Салават Купере» увидел Ленар Гинатуллин. На лыжах в первый раз. Я рада, что я и мои друзья мы смогли кататься на лыжах. Мастер-класс для воспитанников Казанской школы-интерната. Об их впечатлениях расскажет Зарина Ахметова. К другим темам. В Лениногорском районе обрушилась крыша фермы. Работников в это время внутри не было, а вот коровы пострадали. Само здание 1972 года постройки переехать на новую ферму инвесторы планировали еще весной, но не успели. Как теперь будет работать хозяйство и почему в аварийном здании до сих пор продолжают работать, выясняла Филюза Хамидуллина. В 8 вечера, когда животноводы ушли домой, обрушилась крыша. С этой точки хорошо видно, как сейчас выглядит старая ферма. В момент обрушения внутри находились порядка 100 коров. 5 из них погибли под завалами. Упали плиты перекрытия на площади 30 квадратных метров. И был буран, был снег. Ферма недалеко от трассы. Движение здесь оживленное. Так было и в тот день. Много большегрузов и фур. Как говорит руководитель агрофирмы, это тоже могло повлиять. Здание исчерпало свой срок амортизации. Это 1972 года постройки. Все факторы в одно слились. Грохот, и мы думали, что машины проезжают, нефтяники. Потом из фермы звонили, что там пролет упал. Слава, что там людей нету никого. Хозяйство «Спартак» одно из крупных в районе, более 1000 голов. Сама ферма на 5000 квадратных метров. Обрушилась лишь часть. Рано или поздно все равно это должно было случиться. Плохо, что оно случилось именно в этот день, в этот час. Руководство очень-очень надеялось, что к весне, дай бог, мы выдержим и аккуратно, спокойно уйдем в летние лагеря. Но переехать не успели, а ведь здание признали аварийным еще 8 лет назад. Тогда инвестор и начал строить новые фермы. Часть стада уже перевели туда летом. В старой части оставались порядка 500 коров. Были финансовые затруднения. Это было связано и с снижением цен на молоко. 200 миллионов на сегодняшний день в этом новом комплексе уже у нас вложено денег.
Осталось вот еще порядка 180 вложить, чтобы весь комплекс ввести в эксплуатацию. До конца января животных распределят по другим фермам, а новые здания достроят к концу зимы. Старые планируют снести. Юлиза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район. Карьеру престижного российского скакуна спасли татарстанские генетики. В одной из подмосковных ветклиник применили препарат, созданный учеными КФУ. Сейчас на его основе проводят генную терапию для лошадей, повредивших сухожилия. По словам экспертов, этот метод лечения не имеет аналогов в мире. О чудо-препарате Елена Веселова. Это международный турнир по скачкам. На кадрах та самая лошадь Афродита. Сложно представить, но еще за полгода до этого она получила серьезнейшую травму сухожилий и могла выбыть с престижных соревнований. Перед ветеринарами тогда стояла задача поставить лошадь на ноги в рекордные сроки. Сейчас, благодаря разработкам Казанского федерального университета и лаборатории профессора Резванова применена методика генотерапии. Университет сделал искусственный ген, который стимулирует восстановление тканей. Травма сухожилия – это практически приговор для скакуна. По словам ветеринаров, здесь не поможет ни хирургия, ни лекарства. Животных в таких случаях нередко усыпляют. Но выход нашелся. Решено было применить генную терапию Made in Татарстан. Афродита стала первым пациентом. Разработан он в стенах нашей лаборатории. Представляет собой суспензию, жидкость, которая вводится инъекционно в поврежденную ткань. Операцию можно считать уникальной. Ее провели впервые в России в одной из ветклиник Подмосковья. По словам разработчиков, аналогов такой спасительной инъекции пока нет нигде в мире. Применение специфичных для лошади генов, комбинаций генов, которые стимулируют процесс регенерации. Все это позволило создать препарат, который показал высокую эффективность в практике. 8 из 10 лошадей после применения препарата выздоравливают, говорят ученые. Но для внедрения в постоянную практику нужно еще одно крупное клиническое исследование. Оно дорогостоящее и инвесторов нет. Генетики не теряют надежды. Сейчас разрабатывают подобный препарат уже для человека, что может привлечь спонсоров. Елена Веселова, Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в жилом районе Салават-Куперес заселили очередной дом. Все квартиры новостройки уже оборудованы электрическими плитами, счетчиками учета воды, электроэнергии и фильтрами по очистке воды. Вторая очередь с микрорайона Салават-Купере – это 10 домов, почти на 3000 квартиры. Сегодня сдали уже 8-й по счету. Оставшиеся 2 дома введут в эксплуатацию до конца первого квартала. Инвестор и достройщик дома – Госжилфонд при президенте республики. С 2005 года по программе соципотеки свои жилищные условия улучшили почти 120 тысяч татарстанских семей. «Мой дом, моя крепость», видимо, решили бобры и оставили челнинцев без катка. Он должен был появиться этой зимой на набережной Табеева. Однако планам помешали местные обитатели. Животные построили в этом месте плотину. Вот именно на этом месте планировали делать каток, но, к сожалению, не получилось. Еще в начале зимы толщина льда на городском пляже была почти 15 сантиметров. Предприимчивые челнинцы решили организовать каток. Территория позволяет, освещение есть. Но сбыться планам помешали 2 семейства бобров, которые обосновались неподалеку. Животные построили плотину, уровень воды поднялся и появились промоины. Народ начал приходить, и идея сама собой сформировалась, что организовать здесь каток для людей, чтобы приходили семьями, катались, также и закалялись. Вот катка, и там они перекрыли ее. Бобры вносят свои коррективы в увлечение челнинцев. Михаил Земсков – любитель рыбалки. Мужчина говорит, из-за того, что бобры постоянно строят плотину, возникает проблема с размножением рыб. Рыбаки по весне, когда начинается икромет, в каме воду приподнимают, а через плотину рыба зайти в озеро не может. Приходится очищать, чтобы на икромет рыба зашла в озеро. Таким образом вот. Они опять потом перекрывают, мы опять чистим. Организаторы несостоявшегося катка обещают, что свою затею попробуют реализовать вновь следующей зимой. Все зависит от того, останутся ли бобры на этом месте. Светлана Звонарева, Константин Величко, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны. Покататься на лыжах со спортсменом-профессионалом сегодня такая возможность выпала воспитанникам Казанской школы-интерната. Уже с декабря в Горкинско-Аметьевском лесу для них проходят мастер-классы. Так, с начала зимы на лыжи встали более 100 ребят. Некоторые в первый раз впечатлениями от спортивной прогулки они поделились с Зариной Ахметовой. На шаг у нас, значит, идем мы вот правая нога
отталкиваться назад. Техника хода на лыжах и ее виды. С этого сегодня началась спортивная прогулка у ребят в Горкинско-Аметьевском лесу. А для Дианы она стала первой. По состоянию здоровья на лыжах девочка почти не каталась. Сегодня все хорошо. Я рада, что я и мои друзья мы смогли покататься на лыжах. Впервые на лыжах и Нуралы Турдалиев. Первые несколько кругов, говорит, дались непросто, но постепенно втянулся. Нормально? Немножко трудно, да. Это. Что воздух, да, что... Да. Здоровый буду, говорит, да. Сегодня на лыжне 15 воспитанников Казанской школы-интерната. У ребят есть ограничения по здоровью. Но несмотря на это, на одном круге они не останавливаются. Трассу в 500 метров проходят несколько раз. Очень нравится свежий воздух, так как около школы у нас нет такого массива лесного. Сюда у нас просто большой праздник выезжать. И для ребят я считаю, что это очень полезно. Все-таки они и общаются с тренером. Мастер-класс вот хороший был. И такие мастер-классы по ходьбе на лыжах для детей из интерната в Казани проводят с начала зимы. За это время участниками стали более 100 ребят. В роли учителя кандидат в мастера спорта. Физическую выносливость, то есть очень хорошо, на свежем воздухе, то есть закаленность и так далее. У меня хорошее ощущение. Мне этого нравится, это кататься на лыжах. Сегодня мне очень понравилось кататься на лыжах. И дает мне здоровье. Такие катания на свежем воздухе у ребят продлятся до весны, а после пройдут соревнования, где они проверят свои физические способности и полученные навыки. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. А далее в выпуске прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Песчаная ловушка для КАМАЗа. На 8-м этапе Дакара автомобиль Эдуарда Николаева попал в яму. Татарстанцы потеряли целый час, но продолжат битву за чемпионство. В результате первым смог финишировать другой экипаж КАМАЗа под управлением Дмитрия Сотникова. Хотя поначалу не смог справиться с волнением даже такой опытный мастер гонок, а ныне руководитель команды Владимир Чагин. До финиша еще 2 этапа. Сегодня командам предстоит преодолеть 311 километров непростого перуанского бездорожья. Уже завтра узнаем имена победителей самого непредсказуемого Дакара. Начало, конечно, было просто ужасно. Я себя не помню давно в таком состоянии. Сегодняшний день разделил ребят, и каждый должен был защищать сам себя. В лидирующих позициях вместе с нами команда «Ивека». Казань в ожидании большого хоккейного праздника. В субботу на льду Татнефть-арены состоится мастер-шоу КХЛ. После молодежки и девушек-хоккеисток в Нижнекамске главные звезды лиги покажут свои силы в нескольких конкурсах. Лучший буллит, сила броска, круг на скорости, многое другое. Как правило, именно эта часть матча звезд становится самой зрелищной. А завершать звездную неделю в Татарстане будет матч звезд КХЛ. Как и в прошлом году, игра пройдет в формате мини-турнира между сборными 4 дивизионов. Акбарс в команде дивизиона Харламова представит главный тренер Зинатулла Белелединов, голкипер Подъепольский, защитник Постма и нападающий Зарипов. Тем временем в Апастово завершились соревнования по национальной борьбе «Крэш». Турнир на Кубок главы района проходил среди юношей до 18 лет в 12 весовых категориях. В соревнованиях приняли участие 153 спортсмена из Казани и ближайших районов. Каждый победитель своей весовой категории получил главный приз сабантуев живого барана. Кроме этого, чемпионам вручили и денежные призы. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 января в Татарстане осадков станет меньше, температура немного понизится. О погоде после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой и по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2 167 166. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, небольшой снег и 4 градуса ниже нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают 3 мороза и снег. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также около 3 градусов ниже нуля будет облачная погода. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси облачная погода с прояснениями. Тут подморозило до 6 градусов.
Для северо-запада 17 января будет пасмурным, местами снег, от 5 до 8 градусов ниже нуля. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше -3, -5, местами снег. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли, операция на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. Медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться с проблемами позвоночника и суставов, без операции и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. В Казани ожидается облачная погода, временами небольшой снег. Дневные температуры -5, -7. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Спонсор программы «Потребительский кооператив. Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу Казань, Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. С потребительским кооперативом «Семейная копилка. Зима» будет теплой. Только с 17 по 19 января оформитесь по программе «Зимняя» и получите приятный подарок. Программа «Зимняя». 20% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.